вам скажу... Встреча с общественностью Сунжинского района уже третья с того времени, как Махмуд Али Калиматов ввел такой формат диалога с жителями. Ранее такие же прошли в Малгобекском и Назрановском районах. Махмуд Али Калиматов уже по традиции призвал участников встречи к откровенному разговору. Отметил, что нет закрытых тем, как и ограничения по времени. Глава региона таким образом хочет услышать чаяния жителей района и тем самым оценить работу муниципалов. Сунжинский район, он район большой, серьезный, населенных пунктов много и много накопленных вопросов. Те, которые можно и могли мы решить, мы их решили и решаем, и будем решать. Но все равно все сделать невозможно. Невозможно просто. И только взаимодействие с органами местного самоуправления, главами сельских поселений, жителями республики, только совместно мы можем что-то дальше уже, потому что вопросов очень много, но сиюминутно решить невозможно это. И вы это, наверное, понимаете. Но поступательно, мы делаем. Глава региона подвел небольшие итоги за последнюю пятилетку. Наряду с проблемами безработицы, нехваткой воды и социальных объектов, главной головной болью оставался госдолг региона. Махмуд Али Калиматов напомнил, что в Ингушетии долгое время была сложная экономическая ситуация, имея в виду более 11 миллиардов госдолга и связанные с ним меры бюджетного принуждения. Правительством была проведена работа по окончательному выходу из кризиса. В результате сегодня республика может самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами. Мы уже за 12 миллиардов вышли. Долги у нас были, да? Миллиарды. Мы их отдали. Мы сумели очень четко правительство, и я благодарен правительству, мы сумели так выстроить нашу экономическую составляющую, что мы смогли расплатиться с этими долгами. Просто кто-то заработал на этом, а целом республика расплачивается. Эти деньги, 12-13 миллиардов, мы могли бы построить дома, дороги, поликлиники, малоимущим помочь, еще что-то делать. Поэтому мы пошли таким путем, что строго соблюдаем, чтобы никто нецелевое использование не было финансового имущества нашего. Промышленность, сельское хозяйство и туризм. Регион уверенно идет к улучшению экономики. Глава Ингушетии отметил, что ежегодно растут доходы бюджета. С 2019 года значительно выросли налоговые и неналоговые поступления местного бюджета с 1,5 миллиардов до 9. Правительство России выделило республике дотации в размере 20 миллиардов. Кроме того, дополнительно на строительство социальных объектов направили около 45 миллиардов рублей. Это на реализацию нацпроектов и федеральных программ. Махмуд Али Калиматов призвал глав муниципальных образований уделить больше внимания показателям собираемости налогов и тем самым получить больше возможностей для строительства объектов инфраструктуры, помощи малообеспеченным семьям. Мы реанимировали 11 предприятий уже 12-е. У нас великолепно заработал сейчас птицекомплекс Южный, да, за 2,5 года его построили. 300-400 рабочих мест. Сейчас вторая очередь будет. Там 5000 тонн продукции. Мы должны понять, если мы требуем от федерального центра, и я хожу по кабинетам в Москве, нам положено, отдайте, и нам отдают, но они говорят: слушайте, а вы за свет, за газ, за дом, за воду, за это тоже платите. То есть же по закону. То есть если мы требуем пенсии, выплаты, школы строить, детские сады строить, а это миллиарды, больницы, республика зарабатывает 3 миллиарда 200. Вот 19-20 год. Прошлый год, 22-й, мы собрали 9 миллиардов 300 консолидированный бюджет. Уже 2 раза больше собрали на налогов. И мне легче пойти
и говорить, что нам нужно вот это, вот это, вот это. Потому что, видите, было 3 миллиарда, а мы уже собрали 9 миллиардов. Президент, я у него был несколько раз, да, он помогает, подписывает, столько выделяет деньги, да, но и правительство Мишустин, что Путин Владимир Владимирович, что председатель правительства, в целом правительство России, нам, знаете, вот за, я сейчас не могу сказать точно, но примерно 19-й, я беру за свой срок просто, не потому что я хороший или плохой, я говорю, вот в этой части у нас там 40-50 школ, детских садов, больницы, понимаете? И я вам скажу, недостроя, то есть недостроя, ни одного объекта нет. А знаете почему? Потому что строителям, я вот так собрал их и сказал, что Чинуш хади оли чин хакимс. Ахда оли мырилыш. Суцуяки аз Багдад чонас. И они делают свою работу. Дороги строят, прекрасный дом культуры. Выделили деньги, я думаю, 200-300 миллионов сюда. Построили же этот дом культуры. Он нужен, но посмотрите, я просил землю юрдикой, наха атхудуш, тавага хавага, у нас вот дом культуры, детские сады, школы, вот где-то там, юрта Арадян. Почему? Потому что, сейчас смотри, незаконный захват земли. Берет, значит, молот, дали, как говорят, сколько веревка не весит, все равно конец будет. Эдл все равно долго. Что делать? Что делать? Эдл, хаги, надо. Слушайте, а что вы тут это? Что у тебя за земля это? Незаконная. Тебе положено 6 соток, 8 соток, 10 соток. По документам есть тебе остальное. А Юрий Хабевич, у тебя сейчас был, Канташев, да? Йох, бежен Аллах, метр ятюс. Хангас. Далеца Галия, йох. Ханумица, Юртбахча. Я хас суфуди дижбу. Я только могу прокурору сказать, я не буду уж ходить, а и глава администрации Халыч. Имам Халыч, Турхуш Халыч, ай Хабихи, Фудиволха, Бежин Ардах, Бетик, не читай, пожалуйста. Я хайря, да мугнахас, хадатия, да але не хотят. Глава, что ли, будет? Я не буду, я в суд пойду. И буду прокурора требовать, чтобы он пошел по закону, лишил беззакония и вернул землю в казну муниципалитета. И тогда будет... Почему земли так распределили по границам? Кадастровая палата или кто, инженер, он не может границу сделать. Потому что Ерсада, слушай, Хадер Футхой, Хаквада, Хабижда. Остальная земля, или государственная, федеральная, или региональная республики, или районная. Все. Если мы этого не будем понимать и жить так, мы не сможем идти дальше. После встречи продолжилась в формате «Вопрос-ответ». Ожидаемо одна из самых волнующих тем – это выделение земельных участков. На очереди стоят несколько сотен человек. Население растет, и молодежи негде строится. أحد الوصفات هذا وعشة خير ده بركة يدول طبعا تغيرت طبعا بو بيج طبعا سجل شيء ولش قو ولش صار هنا ده بعد يشوى تجي بو بعد أكتب باش تروي عش دخينا بقى سك حيوان يشوى شيء ولا ناس لغة شيء إيش نوتي واحد تغيرت واش أدير ده حلقة ده شو حلقة ده إيش حلقة ده ترى إيش حلقة ده كوسوكي قاموت ياس تغيرت وأدير دور تغيرت شو ده لا تغيرش نها دور شو سوندوري سو إمام ويا سوندوري ده سواء دوري ده سوندوري ده والله ما ده سوندوري
по земле, я изначально сказал, хата даться, но голова мужичья мыча. Сколько у тебя самовольно захвата земли? На сегодняшний день у нас 3 участка считается самозахватом. Занимается прокуратура, не считает всем. Так, массагваха ляхтиш. Там список, что 217 улица Гуса. Мызл лях даха, где можно это... Злят руководство района Халыбяхка, я Мухаммад Амин Мяждик имам, длится вопрос. Вопрос Халыбяхка отмежевать для 27 гектаров восточной части Улушлях Дитха, Цушуба улица, но Цушуба улица, он списка, духнуха даба бытха списка, Злят Дитха Бог бежлат, жмоти гитка. Руководство района Халбяхка, что депутат Вашакин согласовать для излуждо лях до Шалтадаха, злях быча улу футбол тренер, то Бог бежит, то Бог бяк. Харцу духится якы. Ажал, мне нужны списки, сколько схватишь улхли, ажал, каждый документально, юридически, вот прокурор Сун же есть, да, вот, сидите, и взять из список, вот, действительности, судья Махи, понимаешь ты, цеихи чубулнах, чебелджи, да, пласти сейчас, просто из-за этих людей нельзя эту землю делить, понимаешь, пока судебное решение не пройдет. Я говорю юридически вам, понимаешь ты, поэтому надо все эти вопросы по-мужичи, например, надо что сделать? Давайте сейчас поручим. Берите, значит, мне Минсельхоз, Минимущество, контрольное управление. Магомед Хасанович, вы рядом там. Берите, потом и определитесь, и дайте мне картину эту, реальную картину. Да? Если нужно, встретитесь с имамом, с другими. Но единственное, Азия Арфат, цеихи хоть сасагуари, Шинцудуар хайец. Судья худды зяха, шара кашара хыда давайтах, издаться декаш. Строительство детских садов и школ также в числе самых популярных тем. В 60-х годах школ всегда бердешь дашь. Аварийное состояние школы. Топер, блядь, примитивный, я там, примитивный, что сантарях, каждая школа есть. В школах дедудер, шон, ваш дедер, звуководство. Школа латцы, эзлда, доам деда еще осыш, дода деда изметик осыш, кустарик хати изметик далее сайта. Я заеду в эту школу, я ее посмотрю. Садитесь. По кустарнику, что там? Я лично по обращению граждан писал в Минприроды, в Минсельхоз. С Минсельхоза мне дали ответ, что там невозможно проводить эти работы. Все, на этом я остановился. Все, понятно. Я повторно писал письмо через район. Все, понятно. Пожалуй, вот тебя там подчиненные твои уже ответ дали. Ты не знаешь. Вернись к этому вопросу, найди. Если в ответ дали, который не удовлетворил, подними ее, посмотри. Потому что этот же вопрос мне задавали Нестеровки. Оздавай, конечно, жди. Дя, Басад, Халводыч, Кустарников. Но они просили их помочь срубить. А Казяндер забил хибиш, да, Ардия, Халха, Вайдяш, Бежму, Кустар, Хая. Но там очень сложно. То есть вот эти вот вещи, Хлухаев и вот, он посмотрит. Более 2 часов продлилось общение главы Ингушетии с населением. Говорили также о сохранении экологии, строительстве дорог и мостов. Все вопросы записали в протокол и обещали дать ответ по каждому. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Сулейман Костоев, Магаз 24.